Приветствую, уважаемые зрители! Тема видео: какие события вас ждут в скором будущем. Расклад будет как для мужчин, так и для женщин. Мужчины, пожалуйста, переворачивайте информацию на себя, да, если буду оговариваться от лица женщины. Итак, для начала по традиции мы посмотрим ваш портрет, кто пришел на расклад, в каких энергиях вы находитесь, и если с вами проигрывает, то продолжаем смотреть дальше. Если не проигрывает, можете посмотреть видео другие на нашем канале или на канале других авторов. Итак, сейчас сконцентрируйтесь на себе, ни о ком и ни о чем не думайте. И мы начнем. Кто вы? Знаете, тут идет информация, как будто бы вами любуются люди. Любуются или вашей успешностью в том, в чем вы преуспели, или в вашей внешности. Также здесь могут говорить о вас, причем о вашей внешности, да, как подражая, может быть, вам. Также здесь идет олицетворение вас. Вот люди вас видят такой ресурсной, красивой, милой, порядочной, да, и, возможно, даже вы как есть момент пример для подражания для многих, и кто-то даже на вас равняется. Вот. Также вы с легкостью ведете именно тот образ, который есть. Это ваш собственный образ, он присущ вам, да, и это нормально. Но вот люди, да, считают, что вы как себя сделали, возможно, построили как-то вот этот вот образ. То есть это, да, не то, что ваше, это, с этим вы не родились, но это ваше. И здесь человек еще такой, который верен себе. В первую очередь, а не каким-то слухам со стороны. Ваше мнение для вас очень важно. Вы слушаете, возможно, даже свое сердце, часто прислушиваетесь. Смотрите вперед, не смотрите назад. Вы, возможно, сейчас куда-то устремлены, или у вас уже есть что-то в плане, или, да, вы уже понемногу выполняете какие-то планы к своим каким-то целям. Но у кого-то вот проиграется, что есть просто намётки. Но пока не принято окончательное какое-то решение все-таки, что туда, или выбрать это или это. Также здесь люди проходят, которые, возможно, хотят использовать какие-то свои знания в практике. Тут еще моменты заработков идут. Вы думаете заработать там, или так, или так. Да, вот какие-то пути решения. Они как бы есть в намётках, да. Но вот вы пока предпринимаете какой-то выбор. Возможно, стоите перед выбором, пока думаете. Очень сильный человек. Тут сила воли у вас очень такая сильная, натуровая. И вы часто побеждаете, знаете как? Не то, что вы лезете на рожон, а вы тихой сапой. Спокойно. Причем победу одерживаете спокойно. Вот люди некоторые готовятся к этому как-то, да, подготавливают себя, чтобы взять что-то. А вы, да, пришли и победили. Или же спокойно, зная, уверенно в себе, да, тут есть и уверенность в вас, зная, что вы это сможете, да, у вас получается. Также вы человек очень хороший, возможно, руководитель, да, или ведущий. Вы можете вести за собой толпу, ваше слово сильное. Тут есть и внутренняя вот эта сила, в том числе эта сила и разрушающая.
может и разрушить. Вот вы тихо, спокойно, но можете разрушить. Или тихо, спокойно можете взять, победить. Есть внутренние какие-то боли у кого-то, да, или кто-то, возможно, сейчас переживает момент какого-то отчаяния в чем-то из-за прошлого. Но вот это вот вы хотите переосилить, пойти вперед, двинуться вперед. Вот то, что вас тянет вниз, то, что нарушает, да, возможно, какие-то ваши принципы, или то, что вас разрушает. Разрушает изнутри, разрушает снаружи. Да, это может быть и самолечение, или кто-то взялся за себя, профилактики какие-то может проводить. Тут момент тоже здоровья проходит. Кто-то взялся за свое здоровье элементарно, да, человек захотел, может быть, бросить что-то, то, что вредило его здоровью. Вот так вот. Ждете, когда... Вы ждете чувств, вы ждете любви, но вы заняты постоянно, вы знаете, какими-то делами. И вот любовь для вас как на втором плане остается. Хотя вы этого хотите, но больше вы устремлены более к заработку, к деньгам, к исполнению каких-то желаний, целей. Также есть момент отвлечения на какую-то работу, которая занимает все пространство в вашей жизни или большое пространство в вашей жизни. Работа. Вы хотите тут четко поставить какой-то план, да, и действовать по нему. Или же вы хотите двинуться с места, да, у вас есть планы, но вы не знаете как, потому что время ваше ограничено. И у человека здесь могут быть даже такие психоэмоциональные, я бы сказала, сбои, да, потому что здесь идет какой-то вот как нарушение вашего какого-то спокойствия. Здесь вы однозначно в чем-то неспокойны, в чем-то вас не вас угнетают, а в чем-то вас внутри вот что-то угнетает, да, или тянет. Это может у кого-то здесь болезнь быть, причина болезни, которая не дает двинуться. У кого-то здесь вот проиграется, что именно сфера чувств, да, когда нету любви или недопонимания какое-то, может быть, даже какие-то токсичные отношения, да, они не дают двигаться каким-то своим целям, как отвлекают. Вы хотите заработать, вы хотите стабильности, вы хотите... Да, для вас деньги – это не есть момент такой жадности, скряжества. Для вас деньги есть момент какой-то стабильности. И вы понимаете, что благодаря деньгам можно получить, возможно, даже какое-то свободное, например, время, да, для того, чтобы развиваться дальше. Или же благодаря деньгам вы можете построить свое будущее, построить свой, например, дом, да, какую-то вот подушку безопасности. То есть вы смотрите наперед. И у человека, у этого как будто бы часто, да, проигрывается с тем, что ваши сны, возможно, да, уже вам сейчас о чем-то говорят. Вот вы, возможно, это подслушиваете, эти сны, да, перевспоминаете, пытаетесь, как сказать, найти там ответ какой-то, и у вас, да, вот именно какие-то подсказки уже есть, наметки есть, это чувствуется по раскладу. У кого-то, знаете, тут даже проигрывается то, что вот на столе как будто бы лежат какие-то ответы. В принципе, они, может быть, вам как-то ясны, но вот вы хотите четкости, вот чтобы, да, вам вот точнее это указали, куда,
или двигаться, или что делать. Кто-то здесь хочет элементарно роста в своем деле, потому что работа без края здесь идет. И человек хочет какого-то роста, какого-то движения. Но вот оно как идет по натянутой. Одно и то же или не двигается с места. Вы знаете, тут почему-то навязывается такая цитата: «Всех денег не заработать». И это, может быть, да, вы очень много работаете, вы пытаетесь, да, обеспечить свое будущее вплоть до того, что до старости, например, да, чтобы в старости у меня был дом, чтобы в старости у меня, да, было еще жилье, то есть, может быть, сдавать в аренду, получать пассивный доход, вот какой-то вот вперед глядя. Но вот на чувства, вы хотите чувств, но в то же время это как вам работа именно забирает все ваше пространство. Итак, если проигрывать, давайте смотреть дальше. Уже на других картах мы посмотрим, какие же события вас ждут. Ждут в скором будущем. Какие события вас ждут в скором будущем? Сейчас думайте только о себе. Никого не загадывайте, ни о чем больше не думайте. Почему-то у меня идет 11 число, 13 число, 8, 16. Возможно, здесь много сидят, кто рождены именно под этими числами, или в эти числа будут какие-то даты для вас, события происходить. Возможно, так. Знаменательные события. Вы запишите, чтобы не потерять. Какие же события? Вознаграждение. Получение какого-то достатка, какой-то суммы, причем важной суммы. Или кто-то ждет эту сумму, когда она придет. Возможно, даже здесь возвращение каких-то долгов из прошлого. Или та сумма, которая ожидалась. Вы будете рады. Порадуетесь. Тут элементарно может быть и зарплата. Да, вы захотите как-то отметить, отпраздновать или использовать эти деньги на какой-то праздник. Может быть, даже элементарно куда-то поехать отдохнуть. Я вижу вас в паре. Если смотрит женщина, я вижу вас в паре с мужчиной, от которого вы как-то защищаетесь или не доверяете человеку. Есть, возможно, человек может вас провоцировать, или человек может вами манипулировать. Вот вы как-то словами или какими-то действиями пытаетесь от этого оградиться. Да, здесь кто-то элементарно может просто не принимать ситуацию всерьез, не брать это так важно на сердце, потому что от этого только можете трепать себе нервы, вы это понимаете, да, и вот кто-то, может быть, элементарно просто игнорирует человека. Также здесь есть отдаление от какого-то прошлого. Может, или с этим мужчиной, или же с этим мужчиной есть какое-то отдаление. Я вижу вас в таких холодных позициях. Да, а мужчина занят или поиском денег, или работой, да, или же заработками какими-то, или поиском заработков работы. Он постоянно в каком-то таком... Но знаете, человек этот очень много может говорить. Я построю замок, да, а на самом деле шиш. И даже палатку не поставят. То есть много красиво, как говорится, заливать в уши. Вы уже натерпелись, вы уже наслушались. Или же человек может, например, вести на какие-то действия, что мы завтра поедем там туда-то. Наступает это завтра, и ничего нет. Да, человек говорит, что у него болит 5-я точка, и что он не может. Вот какой-то вот такой вот словесный, да, слова не есть действия. Вот.
И где-то вдали, я вижу, здесь показывается, у вас какое-то сообщение идет от этого человека. Или же человек, или может находиться на расстоянии, да, или вы живете так, да, что как вот разность тут какая-то. Или спите по разным постелям, да, или же чуть ли уже, да, не соседней комнаты переписываетесь. Потому что не хочется какого-то сближения с этим человеком. У кого-то здесь наоборот может проиграться, что мужчина тянется, а женщина в холодных позициях, потому что имеет какое-то недоверие. Есть какие-то подозрения, что человек или изменяет, или неверен, или человек засматривается на других, вот, да, и как-то внутри это что-то не отпускает. Может быть, вы в чем-то застали человека, или на измене, или на какой-то лжи. Вот как-то у вас, знаете, так боком так смотрите, боковым взглядом на человека и коситесь. Не доверяйте, но человек хотел бы каких-то чувств, каких-то эмоций. И этот человек вообще любит питаться эмоциями любыми, вплоть до того, что человек может выводить на эмоции, то есть провоцировать. Человек умеет очень хорошо манипулировать. Человек очень хорошо умеет вешать на лапшу на уши или заговаривать, да, что, открыв рот, можно слушать. Вот. Далее здесь показывают, что вы стоите на неком каком-то распутье, да, вот в холодных этих позициях, я бы сказала, даже зла. Вы злитесь. Злитесь, возможно, вообще на судьбу, на то, что именно касаемо отношений, да, оно как-то, или не получается, или вот, да, будет ли другой кавалер в вашей жизни. Возможно, вы ждете кого-то. Вам не хватает чувств, но вам не нужны те чувства, которые вот он передает, этот мужчина. Вам хочется новых каких-то, возможно, эмоций. Потому что однозначно здесь есть какое-то недоверие. Вот кажется, что человек, да, или изменял, здесь треугольник был. Вам хочется легкого пути, да, нового листа вот этого белого. Но уже, возможно, я так подумываю, не с этим человеком. Здесь он стоит вообще на заднем плане. Вы тут куда-то сама уже отправляетесь, двигаетесь или решаете что-то. Возможно, даже, вот как я говорю, постелить подушку безопасности, дабы, да, или нести ответственность за детей, например, да, чтобы вам хватило, или же на то, чтобы элементарно уйти. Тут есть даже такие отношения у кого-то проиграются, что кто-то вот живет, находясь в отношениях, и вы вот как в некой клетке, да, вас и не устраивает, но и идти некуда тоже. Еще здесь может присутствовать ваше недоверие вообще не только к мужчинам, да, но тут может быть недоверие к обществу. То есть нет таких людей, которым могла бы довериться. Некому пожаловаться, некому, потому что у каждого какие-то или свои дела, или каждый эгоистичен, думает только о себе, о своих каких-то выгодах. Ух, тут 2 карты выходят. Знаете, вам так хочется все изменить, но оно не получается, да. Вот по поводу того, что вы грустите, легче, да, не будет. Здесь нужно начинать, говорят карты. И тогда все начинает изменяться вокруг, да, начинает меняться ваша жизнь. Вот первое, с чего начните, прям показано, начните с себя. Запишитесь, может быть, в какой-то кружок, в который вы никогда не ходили, там, на йогу, например. Я не говорю, что именно туда или там, не знаю, в керамическую школу, да, вот куда вас тянет, то, что вам нравится. Запишитесь, да, элементарно в какой-то кружок или в какое-то сообщество, да, или же тут, может быть, для себя.
Вот только тогда наступит вот это движение. Но движение здесь однозначно, я вижу, оно есть. Но также здесь я вижу и подсказку, да, что работа над собой в первую очередь. Вот только тогда пойдет движение. Здесь даже, знаете, вот как вам путь никто не будет подсказывать. Вот тут именно от вас это будет зависеть, ваш путь. То, что подсказывает вам ваше сердце, ваша интуиция. Причем вам это близко. Возможно, у вас очень хорошо работает интуиция. Иногда, да, возможно, вы по королеве мечевой не слушаете свою интуицию, а потом обижаетесь, что вот получилось не так. Не гоняйтесь за чувствами, здесь вот прям подсказка идет. Не гоняйтесь за чувствами, за любовью, за мужчиной, да, любит он вас или нет. Не бегайте, не пишите первое, не звоните, да. Занимайтесь вот своей какой-то реализацией, своими какими-то делами. Вы знаете, поток здесь будет увеличен во много раз. Меня тут показывает, что здесь откроется денежный канал. Чувства, они сами придут, они сами вас найдут. Тут вот такой идет момент, как будто бы уже информация запущена о вас, о том, что вы хотите. Она, да, вот как оплачена, она уже запущена во Вселенную, она есть, она над вами работает. Но в первую очередь оглянитесь на себя. Я вижу, что человек как опустошен, да, и нет работы вот этой, да, именно она есть, но вы что-то для себя уже приняли в голове, что-то расставили. Но опять-таки здесь показано, что вы, да, часто думаете больше об окружающих, нежели о себе. Вот эту часть, да, не пропустите. Именно то, когда вы думаете в первую очередь о себе. У меня такое чувство, что здесь как будто бы вас оставили, бросили, да, вот как на неком таком произволе. Думай сама, делай сама. На краю каком-то, вот вы стоите как на каком-то краю. Будут какие-то речи, какие-то разговоры. Что за речи? Возможно, здесь кто-то много раскладов смотрит. Тут речи, разговоры. Вот, да, это могут быть тарологи, это могут быть таропсихологи, это могут быть даже практики, кто угодно. Вот именно здесь эзотерика идет. Вы будете, возможно, слушать какую-то информацию. Вот эта информация именно и будет неким, как сказать, пинком. Именно точкой отсчета. Когда вы что-то для себя поймете и начнете именно смотреть вперед, да, как прозреете. Глаза откроются. Тут путь какой-то благодаря, или подсказка будет, да, какая-то, благодаря которой откроется вот будущее. Как освещение вашего пути. Какие события. Но счастье идет. Будете чему-то очень сильно рады. Через какую-то женщину. Что-то сбудется. Да, здесь момент такого сияния идет. Вы сияете от радости. Фортуна, да, вам подфартило. Или вам улыбнулась фортуна. Удача какая-то пришла. Это ваш шанс. Также здесь момент идет того, что вы чему-то будете, возможно, или обучаться, или что-то новое для себя узнавать, информацию получать, возможно, через интернет какие-то ресурсы или через даже людей.
благодаря какой-то боли, какая-то будет именно боль, возможно, душевная боль, это вас вытянет на что-то новое. То, что начнет расти и приносить плоды. Это может быть проявляться именно физическая, например, болезнь. Да? Это может быть проявляться то, когда здесь может быть момент того, что вы откроете какую-то тайну. И вам от этого будет неприятно. Вот благодаря вот этому чему-то, ну это больное, да, такое, именно больной кусочек, у вас вот именно начнет потом, это как зарядка, батарейка, да, батарейка зарядилась. Благодаря этому у вас начнет что-то расти, прибывать, вы начинаете что-то получать. И у меня такое чувство складывается, что это возможности, еще мужчина, которого вы так ненавидите, вспомните вообще, возможно, какие-то моменты, да, которые вас разрушали. Вот можете прописать это на листке даже и вникнуть в это. Вот там есть некий ответ. Знаете, мужчина до сих пор почему-то в голове о вас спорит или с вами ссорится, пытается что-то выяснять. Здесь момент какой-то есть доминантности и неправости, да, он не прав. Человек пытался или доминировать над вами как-то, вот там есть какая-то для вас ключевая подсказка. Вспомните именно минусовые качества этого человека или минусовое, да, отношение его по отношению к вам. Вот, скорее всего, здесь больше так проиграется. Именно его негативное отношение к вам. Что он вам такого сделал, да? Вы пишите даже элементарно на листик, и вы увидите ответ. Там есть какой-то ответ. Вот просто внимательно прочитайте то, что вы написали. Вдумайтесь в это. И посмотрите, принесло ли вам это какие-то выгоды, или есть ли в этом какой-то ответ. Вот там есть четкий какой-то ответ. Причем здесь показывают, знаете, как из отрицательного тут есть большая выгода положительная. Далее. Какие события вас ждут в скором будущем? Вы выходите из какого-то замкнутого круга или даже из какого-то, может быть, одиночества, или, да, вот из каких-то именно, вот как вам это объяснить, таких ситуаций, которые вам связывали руки. Это может быть даже ответственность какая-то, да, ответственность даже за кого-то. Может быть, вы смотрели за пожилым человеком, да, вы не могли развязать себе руки и поехать куда-то или уйти куда-то. Здесь вот показывают, как будто бы вы получаете какое-то освобождение. Но это освобождение будет через вот ту ситуацию, когда я и говорю, когда вы выпишете на лист и найдете там ответ. Вот там будет, вот через это пойдет освобождение какое-то. Здесь получаете прилив сил, да, получаете какие-то приятные эмоции, чувства. Извиняюсь. Переборете какие-то свои страхи, переборете какие-то сомнения, возможно, или в себе, да, или вообще в чем вы сомневались. Эти сомнения будут переборены вами. Вот после этого, да, опять-таки показывают ваше движение вперед. Кстати, какие-то возможности идут в вашу жизнь, причем уже скоро.
Также могут быть какие-то сообщения. Здесь еще показывают и спор с каким-то человеком или женщиной, с мужчиной или женщиной, да, может быть выяснение чего-то. Причем здесь может быть на каких-то таких или высоких нотах. И вы поймете, да, возможно, для себя, что эта ситуация была тоже, опять-таки, неким... Вам покажется, что это наказанием не за что-то, да, а на самом деле для себя вы что-то поймете. Здесь некая, опять-таки, проверка идет вас, как вы выстоите в этой ситуации. Да, может быть, вы будете кричать гонором, а может быть, умнее, да, отступите от этого. Нападение, именно вот когда идет это самое нападение, да, самая лучшая защита – это отойти в сторону. Да, и человек тогда свалится с этим мечом или с чем, нападающий. Ищите во всем свои выгоды, показывают карты. Во всем, даже в минусовом, даже в отрицательном, да, вот именно ищите выгоды. Знаете, в отрицательных бывает больше выгод, нежели в положительных. Положительные, оно может, да, вести к чему-то большему, согласно, да, с каким-то промежутком времени, но вот часто, да, именно толчок, движение дает отрицательное. Причем резкий, внезапный и больший эффект скорее. Вот как это парадоксально бы не звучало, но вот на самом деле оно так есть. Будь то даже развод, все уже думаешь, земля из-под ног ушла, но нет. Да, тут женщина начинает встречать другого человека, встречает в своей жизни, живет счастливо, все у нее хорошо, налаживается и так далее. Вот. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Тут вот прям об этом, возможно, картинки, да, так вот оно как-то по характеристике здесь проходит. Обретение себя, обретение каких-то материальных достижений. То есть это может быть квартира, машина, там, новый гардероб, ну что угодно. То есть что-то вы материальное, крупное обретаете. Приходят какие-то деньги, какие-то финансы к вам. Здесь даже элементарно может говорить по двум картам о стабильности. Но здесь не показывают скорость прям такую, да, это будет, возможно, или внезапно, резко, да, или с каким-то интервалом времени. Вы, возможно, к этому идете, вот к этой самой стабильности. Радость идет. Здесь кто-то элементарно добивается своих каких-то целей. Причем здесь опять идет материалка. Материальная. Но благодаря вот этому материальному, что вы получаете, здесь получаете и вот именно то самое состояние эйфории, да, спокойствия за завтрашний день. Тут вот как что-то начинает и правда же двигаться с места. Не резко тогда, не то чтобы прям мгновенно завтра, да, у вас это происходит. Это будет вот как по частям, по кусочкам, но цель того идет, что ваша проработка, когда вы постепенно начинаете прорабатываться, понимать, откуда ветер дует, да, как действовать в той или иной ситуации, слушать свое сердце, притом, да, менять, возможно, какие-то свои траектории в жизни, не так, как вы привыкли по одному и тому же ходить. Вот здесь идет какое-то вот изменение, движение. Знаете, здесь показывают вашу, опять-таки, какую-то независимость. Да, вы идете к независимости, к изобилию, к какой-то даже роскоши. Императрица, она не может не жить некомфортно. Да? Это женщина, у которой все комфортно, вкусно, у которой, да, просто все растет. Также здесь момент обретения себя полноценно. Полноценно как женщина, или если смотрят мужчины, то как мужчина. Именно такая полноценная натура. Да, та натура, в которой существуют все стихии.
и огонь, да, и вода, и воздух, и земля. Много энергии идет. Не тратьте время, да, на какие-то пустые разговоры с ненужными людьми, с людьми, которые, возможно, высасывают с вас энергию. Причем здесь по ночам, возможно, даже вы вспоминаете свой негативный день. Здесь еще показывают человека, который после драки кулаками машет. Вы вот что-то произойдет, но вы потом додумываете и бурчите под нос. Вот этого не нужно вообще делать. Отпустите ситуацию, если так оно произошло, что вы эту ситуацию упустили из виду, да, хотя вы хотели бы там накричаться на этого человека или там как-то это по-другому высказать. Просто отпустите эту ситуацию. Раз оно случилось таким образом, значит, оно так должно было быть. Если бы вы в час что-то сказали, например, именно вовремя, в тот момент, когда, да, во время, как говорится, какого-то конфликта или чего-то, вот тогда, да, значит, уместно была та речь, да, которая от вас бы шла вот в тот момент. Тут, если будете себя вот терроризировать какими-то проблемами, да, вы это так не решите. Вы вот как будто бы начинаете притягивать опять какое-то вот негативное влияние на себя. События. Знаете, здесь какой-то узел развязывается. Вы начинаете, возможно, видеть что-то или чувствовать что-то, да, как-то идти вслепую, но не вслепую, да, именно благодаря, возможно, вашей же и элементарной интуиции. И находите какие-то для себя, возможно, ответы. И вот здесь вот показывают, вы с кем-то были связаны, да, вот как, причем как какой-то идет такой момент, не то что насильно, а когда не по вашей воле. Кто-то вас к себе или привязывал, да, может быть, по любви, по чувствам, по ревности кто-то вас ревновал или же пытался воздействовать как-то на вас, может быть, невидимыми силами. Но вы это или увидите, или это как-то почувствуете. Кстати, вот часто по привязкам, да, вот тут показывают, как это уходит, это снимается с вас. Может, да, вы кормили животных, бездомным помогали, да, вот какие-то вот такие действия производили, которые, да, именно требовали какой-то оплаты, оплачено. Может быть, сдачу где-то или чаевые дали элементарно от души. Но вот здесь вот как будто бы развязываются, уходят какие-то узлы. А может, элементарно, да, человек вот пользовался узлами. Есть такие ритуалы, где используют узлы. На черных нитях. Вот, скорее всего, здесь именно вот что-то такое было, воздействие какое-то. И человек, да, возможно, из-за каких-то своих порывов эмоций использует это. Это может быть и подруга, это может быть, да, чтобы вы никуда не свернули в плане того, что ревность. Бывает, да, подруги ревнуют. Или это мужчина, но больше проигрывает скорее мужчина, если смотрит женщина. И вот смотрите, здесь вот показывают бумеранг, летит обратно. Вы, правда же, или пользовались чем-то, каким-то вот ритуалом. Может быть, даже невзначай, так вы об этом не думали, но так получилось, что вы где-то или оплатили, да, может быть, сказали оплачено, может быть, вот как-то вот это произошло вот как некий какой-то момент тоже с вашей стороны ритуала.
И вот все начинает вот это распутываться. Возможно, да, может случиться так, что в ночи вы можете проснуться, да, в поту, мокрая, да, или же может вслух кто-то произнести какое-то имя, которое вам знакомо, случайно где-нибудь в автобусе, на остановках, да, в соседней, не знаю, там, за соседним столиком и так далее. То есть такие могут вещи, когда у вас начинают открываться глаза. Может быть, как, да, некий момент подсказки, тайны какие-то вот начинают всплывать. Но рано или поздно вся гадость, она всплывает. Поэтому здесь вот именно вот момент, когда у вас или как зрение появилось, прозрело, почувствовала это, что что-то вот не так. Здесь идет по чувствам. Именно привязка была по чувствам. Показывает влюбленность человека, ревность человека. Человек не может вас или взять как-то, да, добиться вашего расположения. Или вы как-то поступаете не так, как хотел бы человек. Вот здесь именно привязка, потому что здесь идет неуважение его мнения. Или вот вас невозможно, да, чтобы вы были послушной козочкой. Нет, вот это вот, ну никак. И здесь идет момент какой-то такой невидимой силы. Невидимой силы. Все это из-за любви, из-за чувств. Ну да, здесь начнет это развязываться. Знаете, для профилактики сделайте что-то, да, похожее. Например, вот, ну, элементарно пойдете в магазин, не берите сдачу. Или, да, карточка, когда расплачиваетесь, говорите оплачено. Можете покормить птичек, да, голубей, бездомных каких-то животных, например, тех, кто нуждается тоже. То есть вот примените это еще раз в действие. Для практичности. Да, получится у вас. Сделайте это, вот то, что говорю, это очень поможет вам развязать именно какой-то узел. Хотя он и так будет развязан. Да, помогите нуждающимся, помогите бездомным, может, или зверятам. Здесь придет некое такое, знаете, вот осознание того вообще, за что я боролась. Идет момент, какие события, да, вас ждут. Вот идет какое-то осознание, зачем я это вообще делала. Например, вы над чем-то работали, и вы понимаете, что это безуспешно, и вы понимаете, что к чему это вообще все было, да, все пошло совершенно по другому сценарию, или что-то другой, например, проект начал расти, да, нежели вы делали какой-то прошлый проект. Вот так вот, вот такое вот событие будет. Далее, да, какие события к вам идут? Здесь кому-то вот идет опять-таки ответный удар. Опять другому человеку. От вас идет ответка, то есть бумеранг. Почему? А вы молитесь, да? Вы скорее или молитесь, или какая-то молитва вот именно даст толчок. Именно поможет вот направить все туда, как говорится, на суд Божий. Все туда, куда нужно. Знаете, вот еще есть Псалом 90. Это очень сильный псалом.
когда будете ложиться спать, прочитайте. Достаточно один раз прочитать. Да? Иногда бывают моменты, когда их 9 дней подряд читают, иногда 7. Вот здесь один раз достаточно прочитать Псалом 90. Тут есть момент такого изгнания каких-то нечистых сил, да, изгнания какой-то негативной какой-то реакции. Ну-ка. Вам, знаете, для вас это будет не то чтобы... Во-первых, здесь как 2 зайцев убьете сразу же. И себе поможете, и обидчика накажете. Вот. И вхожа в дом вашу какая-то идея, какая-то возможность. И будет вхожа в дом ваш какая-то идея, какая-то возможность приобретения чего-то крупного или же денежный поток. Вы откроете какой-то денежный поток. Все начнет происходить резко, по вашему сценарию, как вы загадали. А я хочу, знаете, к этому сразу вам и сказать, как вы загадали. Да, почаще визуализируйте, да, проводите вот такие ритуалы, как аффирмации. Проговаривайте аффирмации. Есть денежная аффирмация, да, есть аффирмации на любовь, есть на красоту, есть даже на похудение, разные аффирмации. Проговаривайте их, чем чаще, тем лучше. И я вам сразу скажу, у вас это очень сильно сработает. Вы можете все. Здесь показываю, да, приобретение чего-то. Тут момент даже идет какой-то стабильности, материальной стабильности, больших каких-то материальных благ, благодаря которым распускаются ваши руки, да, вы получаете какую-то свободу, вам развязывают руки. У вас все начинает цвести, у вас все начинает получаться. Здесь карта больше указывает еще и на вашу какую-то гениальность, на какие-то творческие мотивы. Возможно, вам захочется что-то делать, совершать именно такое творческое. Может даже создавать что-то творческое. Может быть, вы выдумаете машину времени, не знаю. Но вот здесь прям вот у человека как будто бы, да, вот этот вот именно космический портал открывается перед ним. Тут не просто так это все. Вот, да, 3 карты идут. Туз пентаклей идет, паж мечей и маг. Здесь какие-то двери открываются. Какой-то порт. Что-то, возможно, вы начнете видеть не так, как другие видят. Да, кто-то видит просто мир физический и все. У вас здесь вот как портал открывается. Вы начинаете более четче, не просто интуитивно чувствовать, а более, да, чувствительный быть к этому. Видеть это. Человек ищет подсказку, а вы ему говорите: вот ответ. Для вас это будет элементарно. И вам будет казаться, что это элементарно. Но, да, в случае того, если бы вы были на месте того человека, который стоит на выборе, для вас бы это было бы сложно. Потому что здесь именно видение этого будет совершенно по другим углом. Да не так, как видят это окружающие. Это сила, это ваша сила. Вот это вот открытие данного портала, возможно, вы, может быть, что-то начнете, правда же, видеть.
это будет вашей силой. Не только там еще тут пентаклей, да, возможно, вы даже будете, да, может быть, не у всех, но 10%, например, 30 проиграется, что с этого зарабатывать, да, вот как-то именно тут осуществляйте мечту чью-то, да, то есть не чью-то мечту, а вот именно вы можете влиять на людей, вы можете помогать людям, а люди взамен помогают вам. Вот здесь такой, знаете, идет энергообмен, карта мир еще. Хорошо. Давайте посмотрим еще на золотом ключе события, подсказки для вас. Первая позиция, вторая позиция, третья позиция. Выберите одну позицию, и мы посмотрим совершенно интуитивно, случайно. И в конце еще откроем аффирмации. Итак, первая позиция. Известия, которые вас обрадуют. В вашем окружении есть влюбленный в вас человек. У вас есть все шансы, воспользуйтесь ими. Резкие изменения в вашей жизни, и они неизбежны. Вторая позиция. Недалекая дорога. К вам идет радость и победа. Возможно, беременность или в окружении дети. Ваш статус скоро поменяется. Третья позиция. Вы под защитой ангелов, доверьтесь им. Ангелы вас слышат, попросите их, и они вам помогут. С вами ангелы-хранители. Прям уже 3 карты. Новый коллектив, коллеги, друзья, знакомства. И переходим к аффирмациям. Ох, они уже выскакивают сами. Аффирмации для вас. Можете выбрать одну, можете выбрать несколько аффирмаций. Я притягиваю деньги. Основные блага нашей Вселенной доступны мне. Я пользуюсь ими сполна. Я постоянно открываю в себе замечательные качества. Я отлично выгляжу. Все, что я делаю, приносит мне успех. Я делаю все правильно и замечательно. Для активации можете прописать данную аффирмацию или аффирмации, которые вам понравились, которые вы хотите, чтобы работали на вас. Можете прописать или в комментариях, или можете прописать на чистом белом листке бумаги. Сейчас можете поставить на паузу, сделать скриншот. И небольшое отступление. Новость для тех зрителей, кто не знал или кто не слышал информацию о том, что у меня стартовал канал на платформе Boosty, где я делюсь информацией, которая закрыта. И только по платной подписке 444 рубля вы можете открыть все посты. Посты там буду вести регулярно. Подпишитесь и станьте частью нашего сообщества Ведескара. Для себя вы получите не только исцеление души и подсказки от высших сил, но также и отличные бонусы, которые останутся у вас навсегда. Подписавшись на наше комьюнити разово или ежемесячно, вы можете посмотреть и скачать эксклюзивный материал для скачивания. Календари, заговоры, ритуалы, плакаты для вашего интерьера, карты Таро, Ленорман для скачивания, книги для скачивания, для чтения и аудиокниги, лечебную исцеляющую музыку, звуки и так далее. В то же время это и поддержка нашего сообщества и энергообмен между мною и вами. Поэтому не упустите данную возможность приобрести данную подписку стоимостью 444 российских рубля.
Оплату можете производить как в рублях, так и в долларах. По вашему желанию, там же можете оставлять средства на благотворительность, помогая нам расширять наше сообщество Видескара. В описании под этим видео оставляю ссылку на Boosty. Также на экране сейчас оставляю QR-коды, через которые вы можете перейти на Boosty в наше сообщество Видескара. В телеграм-канале тоже есть данные QR-коды на Boosty. Благодарю всех, кто был сегодня со мной и смотрел данный ролик. Все контакты я указала под видео. А также можете видеть на экране, оставляю QR-код, личный телеграм, куда вы можете написать приобретение моих авторских колод. А телеграм-канал – это наше сообщество, где я оставляю разные новости, статьи, посты. И хочу отдельно каждого из вас поблагодарить за ваши донаты, за спонсорство нашего комьюнити Видескара. Огромное вам спасибо за такой энергообмен между мной и вами. И чтобы у вас в миллионы раз приумножилось. Также огромное спасибо за ваши теплые комментарии, за пожелания лично мне и нашему каналу. И желаю вам, чтобы ваши мечты и ваши надежды обязательно в скором осуществились. Главное, никогда ни перед чем не падайте духом. Будьте сильны и держу за вас пальчики. И во благо всем вам. Всех вас очень люблю. Крепко обнимаю и спасибо, что вы у меня есть. И до новых видео на нашем канале. С вами была ваша Видескара.